хочу поприветствовать всех твоих зрителей, всех друзей, братьев наших, всех. Вот, ну, что сказать, живем в тяжелое время с самым неадекватным соседом, вот, который начал войну в Украине. Этот сосед начал теперь войну в Украине, и все знаешь, что здесь происходит в Украине, как эти фашисты вторглись сюда и стали убивать мирных жителей, так же, как убивали мой народ, наш народ, чеченский народ. Вот. То же самое сейчас происходит здесь, в Украине. И поэтому я считаю своим долгом встать сегодня рядом с этим народом, с украинским народом. Стоять с украинским народом, перед народом Украины, перед другими народами, нашими братскими народами. И я считаю, что мы все должны сплотиться и бороться против этого фашиста. Сегодня, смотри, вот то, что они делают в Украине, называли этот народ, украинский народ, братским народом когда-то. И вот так вероломно, бессовестно напали на этот народ и убивают лучших сыновей этого народа, украинского народа, героев Украины, а также убивают мирных жителей. И я боюсь, если, например, к примеру, Путин одержит победу, да, как он хочет, но у него этого не получится, и мы не дадим этому случиться, то завтра он пойдет на Казахстан, на Латвию, на Литву. У него огромные аппетиты. Это режим, фашистский режим. То есть он пойдет дальше, если мы вместе его не остановим. А мы его остановим, иншаллах. Ну, я вижу, что мир помогает Украине, вооруженным силам Украины бороться против этого русского фашизма. Вот. И я уверен, что недолго осталось до краха путинского режима. Но нам надо открыть эту борьбу, то есть вместе работать, делать все, чтобы принести пользу в этой борьбе. И, как я сказал, скоро этот крах будет, не будет этого путинского режима. Конечно, я когда-то призывал русских, да что вы делаете? Почему вы поддерживаете этого убийцу, этого террориста Путина, который не считается с этим русским народом, вот, и, конечно же, не считается с соседями, со своими. Вот. Сегодня россияне где-то там высказываются, что вот там они за Путина, они поддерживают якобы спецоперацию в Украине, хотя это война, крупномасштабная война. И появляются такие люди, которые высказываются в поддержку этой войны, убийства украинского народа. Я никак не могу их понять. И могу задать таким вот один вопрос. Что сделал Путин за все время своего правления? Ну, там, 22 года. Ничего. Много больше появилось олигархов, которые воровали у народа и продолжают это делать. Но не стало заводов и фабрик. И жизнь там самая нищая. Люди просто там выживают. Даже те оккупанты, русские оккупанты, которые приехали с войной в Украину, когда видят, как живут украинцы, они удивляются, насколько хорошо умеют люди жить в мире. Вот, созидают, трудятся, того, чего нету в России, в самой России. Ну, надо бороться вместе, я считаю. И из-за того, что мир помогает Украине, вот это большая поддержка для Украины, для ведения сопротивления против такой армады орков. Ну, у нас во время 2 последних войн, когда мы сопротивлялись русским оккупантам, у нас не было такой поддержки. Абсолютно ни вооруженной, ни словом, ничем. И нам удавалось вот громить этого врага.
Да, громить этого врага нам удавалось. Почему? Потому что мы боролись за свою родную землю. Мы сделали все, чтобы наказать этого врага на своей земле. И мы боролись до тех пор, пока у нас не иссякли эти ресурсы, свои ресурсы, и вооружение, и так далее. Здесь, в Украине, с этой поддержкой, это просто, не знаю, как назвать, тут легко наказывать этого врага здесь, на украинской земле. И будем. Сюда даже, вот, я приведу один пример, буквально недавно получил такую информацию, вчера. 20 кадыровцев отказались ехать в Украину. Почему? Потому что они увидели, что здесь происходит. Как их там лупят, как их там уничтожают. Просто этими байрактарами, джавелинами. То есть против того хлама, который есть у российской армии. Когда война начиналась здесь, в Украине, я видел первые картинки, вот эти колонны, огромные колонны военной техники. Ну и что? Будь там 1000 танков, но было понятно, что это оккупант, и что этот оккупант, у него нет идеи, он не знает, за что будет воевать. Это самое первое. Второе, и вот когда я увидел эту колонну, то вижу эти старые 60-го, 70-го, 80-х годов танки, те же самые САУ, Акации, Гвоздика, БМП-1, БМП-2, ну это старье просто, перед тем оружием, которое есть сегодня в Украине. Это новейшие системы там залпового огня, скажем, там артиллерия или там джавелины, стингеры и так далее. То есть выстоим и даже победим, я уверен в этом. И все-таки те люди, которые устали даже от этих двух войн, все-таки проявлять какую-то активность даже в самой Украине. Помощью, словом, там, делом, или там гуманитарная помощь, скажем, или помощь тем людям, которые воюют. Тоже надо помогать им во всем, даже словом. Вот, потому что это касается всех нас касается. Это коснулось не только украинского народа, это шанс для всех народов, соседей этого варварского государства. Вот именно варварского. И, как я сказал ранее, к примеру, если они даже там одержат победу, то они пойдут дальше. Вот этого врага просто надо остановить. И я здесь везде призываю чеченцев, чтобы были более активными. Это было в 1994 году, но в то время, когда уже война, первая русско-чеченская война начиналась, действительно наш первый президент Джохар Дудаев показал пакет документов, где было все написано, все изложено именно российскими политиками и генералами, что готовилась депортация всего чеченского народа. То есть геноцид. Очередной геноцид. Эти документы существуют, да, и это как доказательство того, что в то время ельцинская власть хотела совершить такое преступление. Я хочу просто напомнить зрителям, что чеченский народ однажды, не только однажды, ну вообще в 1944 году во время Второй мировой войны был выслан в Сибирь и Казахстан. И во время этой насильственной депортации наш народ потерял где-то половину численности. То есть это было совершено Кремлем. В Кремле тогда был Сталин. Вот такое же преступление готовили и Ельцин. То есть я подтверждаю слова брата. Действительно, это видео можно найти, где Джохар Дудаев, наш первый президент,
рассказывают об этом, как именно, что именно. Вот, так коротко. Да, я считаю, что правильный шаг. Действительно хорошо, что это случилось, и будет хорошо, если они войдут в НАТО. То есть они получат какую-то безопасность против этих преступников. Но сегодня Россия – это не Советский Союз. Все их слова, вот как сказать, не стоят ничего. Они любят стараться показать свои мускулы, которых нету. Нету у них. Какое-то передвижение там войск было, я помню вот эти события, возле границы они поставили ракеты там и так далее, просто старье. Если выстрелить, то может и не взлететь, а взорваться на месте. Вот такая старая техника у них. Но сам шаг вступления в НАТО, да, действительно, это хорошо. И я надеюсь, что Украина тоже вступит в НАТО, и другие страны тоже вступят в НАТО. Они будут заигрывать с Россией, как это делают некоторые европейские государства. Мы не наемники, мы, как сказать, это совместная наша борьба. Враг у нас один. Вот. Нам ничего не нужно, как бы, да, зарплаты и так далее. Нет, не это главное. Ну да, действительно будет хорошо, если будет поддержка. Когда есть поддержка, тогда легко работать или там, тем более воевать. Всегда в любой войне, я подчеркну так, это из нашего опыта тоже, если у тебя есть поддержка от народа, если тебя народ поддерживает, то тебе будет легче сопротивляться врагу. Сегодня такая ситуация у чеченского батальона, что, да, действительно, от властей или там вооруженных сил Украины нет такой помощи. Этот батальон сегодня, можно сказать, более независимый в этом плане, но он не получает никакую поддержку. Да, есть люди, которые, да, помогают батальону, их на самом деле мало, и я даже хотел бы призвать зрителей, всех наших друзей, братьев, чтобы вот так помогали тем, кому не помогают, вот коротко говоря. Это может быть самое разное. Когда я был в Норвегии, мы несколько раз смогли собрать вещи, там бронежилеты были, рюкзаки, военные формы, что там, каски, медикаменты и так далее. То есть мы так собирали и отправляли эти вещи в Украину. И еще раз хочу просто призвать, чтобы помогали и чеченскому батальону тем, чем они могут. Да, вот именно в чеченском батальоне, к примеру, я познакомился со всеми, и это не только чеченцы, в этом батальоне есть и другие наши братья, есть даже украинцы, но название носит чеченский батальон. То есть без разницы, какая разница, да, какое название будет иметь батальон, но мы воюем против общего врага. Будь в этом батальоне казах, или там азербайджанец, или грузин, литовец, или там швед, или норвежец. То есть мы боремся все против общего врага. Я просто благодарен Всевышнему, что наконец в этом мире люди открывают глаза и видят эту угрозу. И именно от кого идет эта угроза? То есть от Кремля. Этот Кремль, как было всегда в истории, уничтожал народы, выселял народы. И мы это, конечно же, знаем, что они делали в Азербайджане, что они сделали в Литве, в Чехии, в Венгрии. Список большой. И сейчас нахожусь с нашими братьями, с чеченским батальоном. И я очень благодарен, что эти ребята, эти братья,
воюют еще с начала войны, русско-украинской войны, то есть 2014 года. Они здесь воюют против русских оккупантов и будут воевать до конца. Я очень благодарен и благодарю тех, кто помогает и будет помогать. Да, как ты сказал, подчеркнул, это наша общая борьба. Какая разница, какой батальон, но мы все воюем против общего врага. Что очень важно, знаете, мы столкнулись с такой проблемой во время Второй русско-чеченской войны. Русские всегда пытаются разделить сопротивление, разделить народ на несколько частей, чтобы им было легче воевать и одерживать победу, например. Вот. Из-за этой ошибки, с нашей стороны, они поставили этого, прямо скажу, ушлепка Кадырова. Вот. Из-за того, что мы позволили нас разделить. То есть я к чему? Я к тому, что обратиться к украинцам, чтобы они держали вот это единство, которое у них есть сегодня, чтобы так сопротивлялись, не опускали руки, насколько им тяжело ни было, эту борьбу надо продолжать, надо отстаивать свои гарантии безопасности и идти до конца, до победы. Для этого есть мы, для этого есть и другие наши братья, которые будут стоять рядом с вами. И еще раз, не позволяйте разделить вас. Если вы позволите, вот тогда будет тяжело. А сейчас я рад, что у украинцев есть это единство. Я всегда верил в украинский народ. Украинский народ не тот народ, на которого можно нападать. Вот так, бессовестно, тем более. И когда эта война начиналась, я был уверен, что Путину будет тяжело, российской армии будет тяжело. Я знаком с духом украинского народа. Об этом говорили наши лидеры чеченского народа, что когда зайдет украинское солнце, да, то будет в России закат. Вот. Как сказал первый президент нашей республики Джохар Дудаев. Будет крах, добьемся победы, я уверен в этом, Будем продолжать эту работу. Мы с вами и другие с вами, весь мир с вами сегодня. Вот так коротко я хотел обратиться ко всем.